канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Ипотека по себестоимости, кредит под 0,1%. Заявок очень много на сегодня. Мы только объявили, а уже заявки пошли. Все банки, 16 банков на нашей территории будут участвовать. Кто имеет право на сельскую ипотеку, каковы условия ее получения и поможет ли это сохранить жизнь в деревне? А может даже поменять ситуацию в обратном направлении, чтобы горожане стремились переехать в село. Ипотека дешевеет, а вот стоимость квартир может взлететь, прогнозируют риэлторы, на четверть. Цена вопроса 4 миллиона 650 тысяч за 55 квадратных метров. Когда лучше всего покупать жилье и что ждет рынок недвижимости? Артур Шамсудинов приценился к квартирам в новостройках и узнал, что придет на замену долевому строительству. Цены поднимутся, будут стоять, и потом будет опять откат назад, если никаких иных инструментов и роста доходов реального не произойдет. А вот на прилавках аптек ценники уже подняли. Спекуляция на коронавирусе, заговор сетей или дефицит на складах. Цены искусственно завышаются в связи с этой ситуацией, то есть на рынке фармацевтическом. В рейд по аптекам отправилась Айгуль Хатыпова и заодно оценила интернет-рынок. Вакцина от коронавируса не нужна, уверяют продавцы. Заговоренный чеснок, чудо-обереги и амулеты. Казнить нельзя помиловать, запятую требует поставить общественниц. Уфимец убил предполагаемого педофила. Спасибо большое, что он нас спас. И он на живописи не осталось. Преступник или герой? В сети создали петицию в поддержку Владимира Санкина. Но есть и те, кто считает историю неоднозначной, а убийство пьяной разборкой. Драка произошла не сразу. Оба мужчины успели выйти из подъезда на улицу и здесь уже обмолвиться оскорблениями. Ипотека под 0,1%. Купить жилье в кредит без бешеных переплат – это не просто дешевый рекламный ход, а реальная поддержка тех, кто готов обустроиться в сельской местности. Это один из пунктов новой госпрограммы, которую на неделе презентовали в Уфе. Изначально предполагалось, что для оформления такой сельской ипотеки будут требовать соответствующую прописку, да и кредитор должен быть сотрудником сельхозпредприятия или же социального объекта на селе. Потом решили, пока ограничений никаких не ставить, а там уже как пойдет. Стоит отметить, что ипотеку банк будет предоставлять под свой привычный процент, а уже потом, в течение нескольких месяцев, ставка будет рефинансирована за счет госсубсидий. С подробностями Руслан Батыргареев. В природе мы можем увидеть явление, например, экзотермической реакции. Это, допустим, извержение вулкана. Да? Посмотрим данный опыт. Химия и биология. Айгуль Мухамедзянова ведет сразу два предмета. Переехав из Уфы в Кушнаренково, девушка теперь передает свои знания сельским школьникам. Айгуль – участник республиканской госпрограммы «Сельский учитель». На выплаченный грант заканчивает строительство дома. И менять его на квартиру в мегаполисе пока точно не планирует. В селе там все, наверное, думают, что стоит какая-то избушка, и надо будет и воду таскать, и все. Сейчас все очень современно. Даже вот в моем районе, моя деревня, мы считаемся глубинка уже, интернет, то есть я могу с родителями в Wi-Fi спокойно разговаривать по WhatsApp. Программа нацелена на привлечение кадров в сельскую местность. Подобный проект уже не первый год работает и в сфере медицины. Однако теперь переехать в деревню и получить при этом господдержку может любой желающий. Государство запустило новую программу, которая подразумевает развивать сельские территории комплексно. Одной из главных задач госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий является увеличение количества проживающих в деревне. Для этого прежде всего необходимо остановить отток населения в города. А может даже поменять ситуацию в обратном направлении, чтобы горожане стремились переехать в село. А в этом должны помочь разработанные инструменты поддержки новой программы. Льготное кредитование – вот что в первую очередь может заставить сменить городскую прописку на сельскую. Ипотека от 0,1 до 3% уже в ближайшее время станет доступной. Государство готово субсидировать банкам такую низкую ставку. Заявок очень много на сегодня. Мы только объявили, а уже заявки пошли. Все банки, 16 банков на нашей территории будут участвовать. Конечно, прежде всего, это Россельхозбанк. Если ключевую ставку закрывает федеральный бюджет, то, скорее всего, мы объявим, что республиканская часть будет закрывать остаток до 0,1%.
На покупку дома или квартиры в сельской местности, используя выгодную ипотеку, может претендовать любой горожанин. Быть нуждающимся в улучшении жилищных условий или работать в деревне не обязательно. Абсолютно никаких обязательств сейчас нет. Мы действительно рассчитываем на то, что данный механизм позволит привлечь экономические ресурсы, в первую очередь, на сельские территории. Возможно, когда-то будет пересмотрен этот механизм. Сейчас мы рассчитываем на то, что он будет востребован всеми гражданами Российской Федерации. В стороне не остаются и те, кто уже живет в сельской местности. Помимо получения выгодной ипотеки, у них будет возможность взять льготный кредит на благоустройство уже имеющегося домовладения со ставкой от 1 до 5%. Решение жилищного вопроса – это лишь одна из мер поддержки. Новая программа, исходя из названия, подразумевает комплексный подход в развитии сельских территорий. Должны строиться объекты социального развития, это ФАПы, школы, детские сады, дома культуры и прочие объекты, которые нужны именно с точки зрения социального развития. Поэтому здесь мы, безусловно, верим, собственно, это наша цель, наша задача, наша программа вернуть людей на сельские территории, повысить популярность сельских территорий. На обустройство сел Башкортостана в ближайшие 3 года предусмотрено почти 5 миллиардов рублей. Больше половины из этих средств выделят из федерального бюджета. Деньги будут направлены на жилищное строительство, газо- и водоснабжение, дороги и, конечно, возведение социальных объектов. Задача, чтобы жизнь населения чем не отличалась по комфорту от городской. Руслан Батыргареев, Роберт Давлетбердин, Булат Садриев и Виктор Миренков. Итоги недели. Тем временем стоимость жилья в целом может подорожать на четверть. Рост в 25% вполне реален, говорят эксперты. Правда, в течение 2 лет. При этом текущий год может пройти достаточно безболезненно для покупателя. Наиболее остро проблема на рынке недвижимости ощутится в следующем, когда и граждане, и застройщики в полной мере смогут ощутить действие новой системы строительства с использованием эскроу-счетов. Продавать или покупать? Артур Шамсудинов продолжит тему. Это вариант черновой. Здесь на полу полусухая стяжка пола, стены выровненные по маякам. Цена вопроса 4 миллиона 650 тысяч за 55 квадратных метров. 83 тысячи за квадратный метр. Хотя, казалось бы, ничего особенного. Но риэлтор Рафаэль Магадеев поясняет. В данном случае цену брали в том числе и с потолка. Их высота здесь 3,5 метра. При желании можно и 2-й ярус сделать. Покупатель оценит и высоту оконного проема – 2,5 метра. На зависть многим предложениям вторичного рынка. А сэкономить здесь вопрос, наверное, неуместный. То есть каждый человек выбирает тот район, где он привык жить. То есть, в Черниковке можно квартиру купить 50 тысяч за квадратный метр. В Советском районе здесь доходит до 118 тысяч за квадратный метр. Риэлторы в один голос говорят, брать нужно сейчас, потому что завтра цены будут выше. И в этот раз аналитики с ними частично согласны. В этом году не исключается рост на 10, а то и 15% на новостройки, что вполне объяснимо. На сегодняшний день большинство проектов достраивается по прежней схеме. Это жилье, строительство которого началось с привлечением средств дольщиков. Впрочем, во многих таких новостройках квадратные метры уже раскупили. А потому приобрести квартиры сейчас возможно разве что у перекупщиков, которые и так установили свои наценки. Из-за того, что в прошлом году в России перешли на новую модель финансирования жилищного строительства, количество застройщиков на рынке значительно сократится. Уйти могут до 50% компаний. Ведь отныне строить нужно не на средства дольщиков напрямую, а на банковские кредиты. Деньги граждан должны храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими компании могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Будут приспосабливаться, и застройщики понимают, что новые реалии они наступили, что нужно перестраиваться, работать по проектному финансированию. С другой стороны, возможно, просто будет укрупнение компаний, поглощение вот такого, что просто игроков станет в 2 раза меньше. Но я надеюсь, что это не случится. Подогревать цены на рынке может и снижающаяся ставка по ипотеке. Впрочем, не сильно, говорят эксперты. Согласно статистике, за последний год спрос на жилищный кредит увеличился на 30%. Аналитики поправляют. На самом деле брать кредитов больше не стали. Речь идет о рефинансировании. И ипотека уже не драйвер, она просто поддерживает объемы сделок. Соответственно, если даже обещанный рост на 20-25% и будет он всегда столкнется с тем, что просто покупать будет некому, цены поднимутся, будут стоять, и потом будет опять откат назад, если никаких иных инструментов и роста доходов реального не произойдет. И новых инструментов не введут.
Стоимость жилья на вторичном рынке будет подтягиваться за первичкой, но не столь стремительно. В основном в пределах инфляции. Аналитики говорят, что наиболее сложным в плане покупки недвижимости будет не нынешний, а 2021 год. Количество предлагаемого нового жилья сократится, ведь основная часть будет уже возводиться по системе с эскроу-счетами. Строительные издержки застройщики в результате все равно покроют из карманов граждан. Артур Шамсудинов, Фахид Халимов и Римзат Билалов. Итоги недели. Аптеки, завышающие цены, могут лишиться лицензии. Владимир Путин предложил отбирать документы у тех, кто на волне борьбы с коронавирусом завышают стоимость на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. На рынке лекарств уже вовсю зарабатывают на панике в связи с последними новостями о заболевании. Указом президента страны во всех городах прошли рейды с целью выявления недобросовестных аптек. Облик алчности, репортаж Айгуль Хатыповой. И пока ученые со всего мира разрабатывают вакцину против нового вируса, на рынке медпрепаратов уже вовсю зарабатывают на панике. В Екатеринбурге цены на медицинские маски выросли в 3 раза, а в Курске защитные повязки подорожали в 35 раз. Несколько недель назад такую защитную маску можно было купить в среднем за 5 рублей. Сейчас цены в частных аптеках выросли минимум в 3 раза. Однако по прежней стоимости их можно найти лишь в государственных фармкомпаниях. Но и сделать защитную маску своими руками тоже можно. Для этого понадобится лишь марля и вата, а инструкцию можно найти в интернете. В нашей республике Народный контроль проверил цены на медицинские маски. Рейд показал, что в ряде аптек они и вовсе отсутствуют. По словам продавцов, их раскупили накануне, сейчас ждут поступления. Стоимость при этом колеблется от 4 до 20 рублей. Нет в наличии и противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом при лечении коронавирусной инфекции. В средствах массовой информации, на радио и телевидении началась непрерывная и навязчивая реклама очень дорогих препаратов антивирусных, чья эффективность, кстати, не доказана окончательно. Аптеки завышают цены на подобные препараты, на медицинские маски, и в ряде регионов цена такой маски достигает 70 рублей. О спекуляциях представителей аптечного бизнеса накануне зашла речь на встрече Владимира Путина с правительством. Президент потребовал такие случаи выявлять и пресекать. Нормативы оценки на защитные маски в нашей стране не установлены. Владельцы частных аптечных сетей заверяют, товар дорожает не по их воле. Ситуацию прокомментировали и представители Росздравнадзора. Цена препарата может меняться в зависимости от того, каким образом доставлялся препарат, возможно, какие-то ограничения в связи с введением карантинов. Производители могут менять цены, и незначительные колебания цен и разница в аптечной сети тоже возможны. Поэтому, если они небольшие, то это не должно пугать потребителей. И повезло, если предприниматели подняли цену незначительно. Некоторые же откровенно спекулируют на ситуации. На сегодняшний день, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число погибших от коронавируса составило 811 человек. Общее количество зараженных по всему миру превысило 37 тысяч. Из них более 6 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. На фоне этих сообщений растет ажиотаж на лекарства и средства защиты, на котором некоторые пытаются нажиться. Противовирусный препарат используется спросом повышенным. То есть в отличие даже 2 недели назад, то есть 2-3 недели назад он был меньше гораздо. Какие-то препараты, цены повышены, да, у поставщиков. То есть, видимо, цены искусственно завышаются в связи с этой ситуацией, то есть на рынке фармацевтическом. Но мы со своей стороны эти цены, естественно, никаким образом не увеличиваем. Сейчас мы пройдем, посмотрим, если проверят у нас температуру, проверят ли наличие маски. Во двор пришлось пройти через специальный пост. При высокой температуре не пропускают на территорию. Такой режим действует во всех провинциях Китая. Сюмбель Садыкова не посещает учебное заведение в связи с объявлением карантина. Совершенствует свое образование в домашних условиях. Но при этом покидать город не собирается. На улицах и помещениях люди обязаны носить маски. Также помимо регулярной дезинфекции, в общественных местах, в супермаркетах измеряют температуру каждого посетителя специальным прибором. Не вижу смысла возвращаться домой, просто потому, что в аэропортах риск заражения значительно выше, чем там, где я сейчас нахожусь.
Но не только аптеки зарабатывают благодаря коронавирусу. В интернете к продаже предлагаются различные товары, такие как заговоренный чеснок или гриб чага, всевозможные обереги и инновационные амулеты, а также защитная одежда и футболки, призывающие протестовать против вируса. Предлагаются услуги как для частных лиц, так и для бизнеса. Противогаз в аренду или профилактическая обработка помещений. Встречаются и совсем смелые объявления с предложением получить посылку из Поднебесной вместо вас. Айгуль Хатыпова, Булат Закирьянов. Итоги недели. Убийца или герой? На неделе в Уфе произошло резонансное ЧП, которое достигло международного уровня. О Владимире Санкине, который убил предполагаемого педофила, защищая детей, со вчерашнего дня стали писать и в зарубежной прессе. А петиция в защиту Санкина собрала в интернете почти 60 тысяч подписей. Люди убеждены, что его следует оправдать, ведь он спасал детей. Правда, есть моменты, которые разрушают положительный образ убийцы-защитника. Существует и вторая версия. Якобы Санкин на момент преступления был сильно пьян. Обо всем по порядку. Репортаж Радмира Азнабаева. Что вы хотите ему сейчас сказать? Вот сейчас может увидеть, услышать. Спасибо большое, что он нас спас. Не он, на живой пусть не осталось. Слова благодарности сквозь слезы. Мальчикам трудно вспоминать тот вечер 30 января, но произошедшее останется с ними на всю жизнь. Тогда ребята, ничего не подозревая, решили погреться в подъезде Петрозаводской 6, где и жил предполагаемый педофил Владимир Зайцев. Под предлогом что-то показать ему не составило труда заманить двух любопытных мальчишек к себе в комнату. Только вот за этим что-то неокрепшие умы детей не ожидали увидеть такое. Снял свои штаны и сказал, давайте раздевайтесь, снимайте трусы. Он быстро открыл дверь, сам убежал, а этот мужик меня схватил. Ты когда убежал, ты долго искал Владимира? Я мимо проходил. Первый встречный тебе помог уже? Да. В то время, когда один из подростков остался в плену у педофила, второй мальчик окликнул возвращавшегося с работы домой прохожего Владимира Санкина. Тот немедля побежал и спас подростка. Освобожденный из западни мальчик вместе с другом бросились бежать, а Санкин позвал Зайцева на разговор. Драка произошла не сразу. Оба мужчины успели выйти из подъезда на улицу и здесь уже обмолвиться оскорблениями. Со слов друзей Владимира Санкина, зачинщиком драки был возможный педофил. Ранее судимый Зайцев скончался не сразу, а в карете скорой помощи. Позже выяснилось, что погибший 54-летний Владимир Зайцев был ранее судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освободился он несколько месяцев назад, после 11 лет колонии. По версии следствия, Санкин нанес предполагаемому педофилу многочисленные удары руками, ногами, а затем и палкой. На этих кадрах Зайцев еще жив. Он умрет через 20 минут. Лежи. Братан. Ложись. Педофила, поймали. Смотри, вот здесь детская площадка, Ложись, я тебе говорю. Он только жил, прикинь, знаешь, что сделал, Позже Владимир Зайцев скончался, а его тезка, убивший его на следующий день, был отпущен под домашний арест. После судебного заседания народ встречал Санкина как героя. Пользователи соцсетей выдвигают версию о том, что убийца педофила во время драки был нетрезв, но официально это еще не подтверждено. Зато сразу же было возбуждено второе уголовное дело, только уже в отношении погибшего Зайцева, что, возможно, станет плюсом для Санкина. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего уфимца по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также в отношении 54-летнего уфимца по статье «Развратные действия». В настоящее время с 33-летним подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, допрошены несовершеннолетние потерпевшие, очевидцы и другие свидетели. Почти за неделю петиция в интернете в защиту Санкина собрала около 60 тысяч подписей. А сам резонанс в этом деле достиг международного масштаба. О случившемся в уфимском Инорсе написала одна из крупнейших английских газет Daily Mail. Англичане написали о петиции, а также процитировали слова Санкина о том, что убивать Зайцева он не хотел. Он не просто спас тех двух мальчиков, он спас всех будущих детей, которым этот человек причинил бы вред. Потому что эти больные не останавливаются. Мы запираем их, и как только они освобождаются, они возвращаются к этому. Он герой будущих жертв.
Ему нужна медаль, а не тюрьма. Благослови его Господь, пусть он не проведет ни единого дня в тюрьме. Друзья и родственники Владимира Санкина пытаются и дальше поддерживать резонанс дела. Они поучаствовали уже в 2 ток-шоу на федеральных каналах. Между тем, сам подозреваемый в убийстве не имеет права контактировать со знакомыми, пока находится под домашним арестом. Сейчас проводится комплексный ряд экспертиз и следственных действий. Владимиру Санкину грозит до 15 лет тюрьмы. Радмир Азнабаев. Итоги недели. Морозы пока не намерены покидать республику. По данным Башгидромета, этой ночью столбик термометра опустится до минус 30 градусов. Днем 10 февраля будет минус 8, минус 13 градусов. Также синоптики предупреждают, что возможен небольшой снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, накаты и гололедица. Во вторник и в среду прогнозируется потепление, температура не опустится ниже минус 14 градусов. Ну и, кстати, о снеге. Не можете организовать процесс, беритесь сами за лопаты, что и сделали столичные власти. Хотя основные автомагистрали были очищены, за дороги-дублеры и придомовые территории вице-мэр Уфы Салават Хусаинов дал неудовлетворительную оценку. Чтобы справиться с грядущими снегопадами, коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы. А на борьбу с мешающим проезду спецтехники легковыми автомобилями вывели сотрудников ГИБДД и эвакуаторы. Как Уфа вырвалась из снежного плена, в репортаже Азата Садреева. Посмотрим 50 лет СССР, дворы посмотрим. И посмотрим еще и парковую. Пока весь город спал, на улицах работали не только коммунальные службы, но и их руководители. Причиной ночного рейда стали многочисленные жалобы уфимцев на качество очистки столицы от снега. Первым под проверку попал Октябрьский район. Выборочно заезжаем во двор в 200 метрах от городской администрации. Внимание привлекают оставленные на зимовку автомобили, так называемые подснежники, из-за которых придомовую территорию очистить качественно не удалось. Здесь вручную отрабатываем, там заезды полностью почистили, многочисленные обращения были. Но в любом случае транспорт двигается. Завтра там, где транспорт не выезжал, кого дома не было, завтра в ручном режиме доработаем. А эти кадры в социальных сетях разместили жители Кировского района. Скорая помощь застряла на улице Бехтерева. Доехать до больного неотложка смогла лишь с помощью прохожих, которые вытолкали ее из колеи. Водители говорят, что такая же картина во многих столичных дворах. Дворы не чистят. Вот большая проблема дворы. Застревали уже? Ну да, застревал. То есть колея практически, бывает вообще практически невозможно проехать. А так основные магистрали дорожные? Основные чистятся хорошо. По заснеженным дворам не то что проехать, пройти порой бывает довольно сложно. И не все обращения граждан в социальных сетях отрабатываются с первого раза. Еще один адрес, лидирующий по количеству жалоб, дом номер 47 по улице 50 лет СССР. По словам представителей управляющей компании, зачастую комплексной уборке мешают припаркованные автомобили. Но при этом снег не убран даже на внутридворовом проезде, где машину уж точно не бросают. Прямо во время рейда мы смогли оценить качество уборки дворов. В частности, по этому адресу наш служебный автомобиль застрял. Чтобы выехать, теперь придется его толкать. Давай, Вань. Давай. Коллеги со всей Уфы, может, поможете? Потом, если что, вы застрянете, мы вас тоже толкнем. Давай, 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 давай. Все, пошел. На следующий день после ночного рейда столицу накрыл снегопад. Из-за сложной обстановки на дорогах властям пришлось вводить режим ЧС. Тем не менее, серьезных аварий избежать не удалось. На въезде в город столкнулись большегрузы. Десятки ДТП зарегистрированы и в самом мегаполисе. Чтобы ликвидировать последствия метели, коммунальные службы продолжили круглосуточную уборку. Вывезли почти 30 тысяч кубометров снега. Но на некоторых участках спецтехники мешали припаркованные вдоль дорог автомобили. Водители должны понимать, насколько это важно в таких условиях выпадания больших количеств осадков, что пропускная способность становится минимальной проезжих частей. Дискомфорт создается с отсутствием парковочных мест и в дворовых территориях также. В целом призвать хотим всех водителей, чтобы адекватно реагировали на работу коммунальных служб.
Передвижение спецтехники по городу диспетчеры отслеживают в режиме реального времени. Каждый автомобиль и трактор оборудован системой ГЛОНАСС. Такая же возможность есть и у горожан. Посмотреть, где идет уборка снега, можно на сайте администрации. И судя по отзывам жителей в соцсетях, коммунальщики заехали далеко не в каждый уфимский двор. Зациклились на том, что только убрали основные дороги. Вот и сегодня хотелось на этом примере уже после неоднократных напоминаний повысить степень ответственности. И для того, чтобы каждый до каждого угла доходил руководитель. На сегодняшний день при достаточно серьезной обеспеченности техникой, смазочными материалами, заработной платой, степень ответственности не соответствует тем задачам и требованиям, которые сегодня горожане предъявляют. Меньше всего жители жалуются на уборку снега в Демском районе. Муниципалитет обновил автопарк коммунальной техники. Но лидерство это относительное, проблем тоже хватает. Большой плюс был то, что в этом году добавили очень много техники, новой, современной. Центральной магистрали мы очищаем, начинаем работать чуть раньше. И в течение дня у нас может быть машин чуть поменьше. И такой тоже момент есть на центральных магистралях. Но, в принципе, проблемы тоже есть. И во дворах довольно-таки сложно. Понимание жителями находим через старших по домам. Даже при наличии техники единовременно охватить комплексной уборкой все уфимские дворы невозможно физически. Поэтому жители этой уфимской многоэтажки решили не дожидаться трактора и призвали присоединиться к их флешмобу других горожан. Выходи, чистить снег! Выходи, чистить снег! Азат Садреев, Иван Демидов, Артур Ханов. Итоги недели. Уфа. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. С понедельника все школы Уфы и Нефтекамска закроются на карантин. Такую информацию сообщили в Минобразования республики. Власти города поручили организовать дистанционное обучение. Всего по республике закрыто 167 школ, а также 10 детских садов. Карантин по гриппу и ОРВИ объявляется, если в школе количество заболевших превышает 20% от всех учеников. Такое решение было принято Роспотребнадзором совместно с Министерством образования Башкортостана. В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли школу и детский сад. Оба учреждения размещены в одном здании, построенном по программе 100 объектов к столетию республики. О долгожданном событии написал на своей странице в соцсетях глава Башкортостана. Ради Хабиров отметил, что ему лично пришлось вмешиваться в ход строительства, чтобы ускорить затянувшийся срок сдачи образовательного центра. А вот с открытием бассейна в Инорсе поспешили. Спортивный центр на 800 посещений в сутки был презентован 5 февраля. Здесь расположен тренажерный зал, 25-метровый бассейн с 4 дорожками. Провели даже первый заплыв. На следующий же день жители микрорайона, школьники с родителями, поспешили за абонементами, но пришли к закрытым дверям. Ситуацию объяснил министр молодежной политики и спорта республики в социальных сетях. Руслан Хабибов отметил, что это было техническое открытие. Проверку проходила работоспособность оборудования и системы старт-финиш. Запись бассейна началась 7 февраля, а в самое ближайшее время центр начнет полноценно функционировать. В Мелеузовском районе полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве. Не имея лицензии на охоту, мужчина застрелил 2 лосей. Как он сам объяснил, изначально вместе с другом собирался пострелять по пням, но в итоге их мишенями стали животные. Мужчины отвезли туши зверей на лесопилку, чтобы разделать, а после спрятали останки в заброшенном ангаре. Ущерб составил более 150 тысяч рублей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. В России принят закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей. Президент страны Владимир Путин подписал документ, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем. Изменения будут внесены в статью 86 Семейного кодекса России. В ближайшие 2 месяца, пока идет следствие, мужчина, избивший сотрудницу офиса микрозаймов, проведет в СИЗО. Напомним, инцидент произошел 6 февраля в Нефтекамске. Все запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина ворвался в помещение, избил женщину ногами, забрал деньги и скрылся. Нападавшим оказался 32-летний житель Агидели. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские задержали подозреваемого в тот же вечер. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы получат денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Такую же сумму получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников. Также 50 тысяч рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Глава государства поручил правительству завершить выплаты в апреле-мае 2020 года.
Сразу после итогов недели в эфир телеканала БСТ выйдет специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «Уфа на броне». О чем пойдет речь, вкратце расскажем прямо сейчас. Уфа на фронте. Как имя города оказалось на броне боевых машин в годы Великой Отечественной. Паровозы делают были здоровые мужики по 2 метра. О, и пошел стучать. Откуда танк с названием столицы Башкирии на башне появился в американской компьютерной игре? Именно такая модификация с пушкой 85-го калибра была куплена уфимскими рабочими для фронта. В 14 лет он построил легендарный бронепоезд «Уфа». Удивительные воспоминания работника паровозоремонтного завода. Ходили на вокзал, воробьев ловили, печь подвешивали, зажаривали. Вот так вот. Место, где остановилось время. Этому зданию больше 130 лет. Именно здесь в годы войны собирали бронепоезда. Разыскать уфимские танк и бронепоезд и разгадать загадки фронтовых маршрутов попробуем вместе в специальном репортаже. Около 5000 выпускников школ Башкортостана ежегодно уезжают за высшим образованием в другие регионы страны. На этой неделе, когда у большинства студентов каникулы, к таким землякам обратился лично глава республики Ради Хабиров. Он сказал: «Мы вас ждем дома». Тем самым руководитель региона призвал будущих выпускников возвращаться на малую родину. Екатерина Тимиряева выяснила, что и кто будет их ждать по возвращении домой. Артур Галин пересматривает свои фотографии с выпускного в МГИМО, где в 2013-м он закончил факультет международное право. Красочные снимки напоминают о нелегкой учебе, самым волнительным моментом которой стала защита диплома магистра на английском языке и полученная 4. Его одногруппники работают в посольствах, международных организациях и федеральных госструктурах. У Артура тоже была такая возможность – уехать работать в представительство в Турцию. Но после рокового случая, когда сбили российский самолет, предложение аннулировали. Мужчина остался семьей в Уфе и не жалеет об этом. Я уверен, их настрой и их планы, они не окажутся в таких ситуациях, как оказались мы. Но я также хочу сказать, что на сегодняшний день в истории такого не было, как относятся к специалистам, которые работают, учатся за пределами республики. Я, конечно, не сомневаюсь, надо возвращаться и работать во благо Республики Башкортостан. У нас все есть, все условия, все возможности и главный потенциал. Вернувшийся домой в 2018-м Ради Хабиров не в первый раз обращается с таким посылом к иногородним студентам, но впервые с такого масштабного форума. Он проводился по его инициативе. И хотя в этот день руководитель республики находился в командировке в Подмосковье, он записал видеообращение и объяснил свою позицию. Я хотел с вами пообщаться, поговорить, как вы живете и когда вы собираетесь домой. Самое главное, что я хотел сегодня вам сказать, что мы гордимся тем, что у нас огромное количество наших ребят учатся в лучших вузах страны. Второе, то, что мы очень счастливы, что вы получаете хорошие знания, получаете замечательную практику. И поэтому мы вас очень здесь ждем. На сцене Конгресс-холла члены команды руководителей республики. Общение неформальное, о чем свидетельствует и одежда в стиле casual. Более того, модератор Ростислав Мурзаголов представляет коллег просто по имени. Андрей, Ильшат, Александр, Фанур. Каждый объясняет, почему дома хорошо. Мы хотели всем вам рассказать о том, что на самом деле многие из нас тоже когда-то куда-то думали, уезжать, не уезжать. На самом деле мы почти все уехали. Но почти все вернулись. Некоторые возвращались не один раз. Некоторые 5-й раз сейчас вернулись, не будем показывать пальцем. После того решения исторического президента я пришел домой, говорю: все, мы едем в Уфу, в Башкирию назад. Да. И я приехал сюда назад с семьей. Я, собственно говоря, работаю с 7 до 23. Мы как-то с Андреем Геннадьевичем посчитали. Я говорю: у тебя сколько сегодня человек прошло через тебя? Он говорит: только по встречам приемная посчитала, там 35. Я говорю: у меня 38, не считая совещаний. Я тоже в Сибай приезжаю, уже всегда в Москве 12 лет прожил, всегда получаю удовольствие. Приеду, как батарейку подзаряжу и двигаюсь дальше. Участниками форума стали около 1000 студентов. Со стороны их общение выглядело как новое, более близкое знакомство и с республикой, и с земляками. Учился в Московском университете госуправления, Академии труда и социальных отношений на юриста. Переехал в Уфу, сейчас здесь работаю.
можно сказать, эти студенты немного даже избалованы. Они хотят жить в хорошем месте, с хорошей инфраструктурой, поэтому они также будут тянуться в республику, когда республика будет развиваться вот инфраструктура, как там, связанная с общественным транспортом, с комфортной средой проживания. То есть они уже на это тоже ориентируются. Больше всего уроженцев Башкортостана, около 3000, обучаются в соседней Челябинской области. Представители сообщества уверяют, что большинство готовы вернуться, если им помогут найти работу. Предпосылки для этого есть. Вместе с постоянным представительством и Сбербанком было заключено соглашение и была выпущена специальная карта Салавата Юлаева. И к этой карте разработали специальную экосистему, внутри которой можно формировать предложения по скидкам для студентов. И в этой же системе мы можем предлагать ребятам работу. Движение навстречу друг другу подкрепляется и принимаемыми мерами. Как заявили в Минобразования Республики, разрабатываются дополнительные программы поддержки студентов, которые получили название «Касса взаимопомощи». Воспользовался сам, помоги другому. Масштабный проект стоимостью 11 миллиардов рублей. Студенческий кампус на 5500 человек планируют построить в Уфе. Его собираются объединить с научно-образовательным центром. Чтобы из любой точки мира выходцы из Башкортостана возвращались домой, в республике активно ведут работу над созданием научно-образовательного центра. Предполагается, что это будет консорциум, объединяющий образовательные организации, научные институты, бизнес при помощи государства. И все это, как заявляли ранее в правительстве, подчинено единой идее – развивать Башкортостан. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Булат Садреев, Владимир Шевчук и Родион Матвеев. Итоги недели. Чуть больше получаса назад на Уфа-арене определился победитель хоккейного турнира «Пятинадцать» среди юниорских сборных до 17 лет. На неделе столица Башкортостана принимала международные соревнования, в которых приняли участие Россия, США, Финляндия, Чехия и Швеция. Это те хоккеисты, у которых есть реальный шанс пробиться сначала в молодежный состав, а потом уже во взрослую сборную. Основная борьба среди юниорских команд развернулась между россиянами и американцами, игра между которыми и состоялась сегодня на Уфа-арене. Это своего рода негласный финал. Кто победил, готов рассказать мой коллега Артем Кочешев. Итак, международный хоккейный турнир «Пятинадцать» для лучших юниоров мира до 17 лет в Уфе подошел к концу и завершился грандиозным феерическим матчем между двумя сильнейшими сборными в этом возрасте, командами России и США. Это была встреча действительно достойных соперников. Команды до этого встречались дважды. Сначала россияне выиграли 6-2, в следующем матче американцы взяли реванш и выиграли 6-0. Ну а сегодня была третья встреча, и на этот раз сильнее, мастеровитее вновь оказались российские молодые хоккеисты, одержав очень-очень уверенную победу со счетом 4-0, поставив таким образом жирную точку в этом замечательном турнире. Россия занимает после этой победы первое место, американцы остаются вторыми. Ну а прямо сейчас расскажу вам, как в целом складывался этот турнир. Вывеска турнира привлекла внимание болельщиков из разных концов республики и соседних регионов страны. Вместо «Салават» с трибун заряжают «Россия» и «Красная машина». И не только с трибун. Поддержать российских хоккеистов на одну из тренировок приезжали воспитанники коррекционной школы-интерната. Национальная команда подарила ребятам свой игровой свитер. Трибуны гудят, я первый раз на этом матче. Парни наши молодые бьются за победу, прям чувствуется, как они борются за каждую шайбу. Игра хорошая, классная, интересная. Ну-ка, пока мало голов. Очень хорошее впечатление, побольше международного хоккея у нас в Уфе. Проведение турнира, безусловно, на руку хоккейному клубу. Воспитанники и наставники спортшколы «Салават Юлаев» приходили не только на игры, но и на тренировки сборных. В каждой сборной прикреплены у нас тренеры из детской школы со своими воспитанниками. Они посещают и тренировки, будут посещать и игры, будут анализировать, как работают в других странах с ребятами. Василий Чижов особенно пристально следит за уфимскими ребятами, которые вошли в состав юниорской сборной России. Один из них, Никита Скоропад, начинал под его руководством. Первый тренер нередко подсказывает хоккеисту и дает советы. Вообще я родился в Давлеканово, а потом мы всей семьей переехали в Норс. И я стал заниматься хоккеем. 2,8 он у нас уже виртуозно катался на коньках, можно так сказать. 4,5 мы пошли уже на хоккей во дворец спорта.
Вместе с Никитой в юниорскую сборную впервые вызвали защитника Дениса Кадырова. Родился в хоккейной семье. Отец Ильшат Кадыров сам 10 лет играл в составе сборной, только Белоруссии. Как говорят, если игрок плохо катался, то ставит защиту, а не нападение. Ну, самому понравилось в защите играть, конечно. Дополнил уфимский тандем вратарь Семен Визовой, который всячески отказывался от интервью. Согласился только после долгих уговоров. Почему вы так боитесь интервью? Второй раз только даю его. Я сначала был игроком где-то, а потом через полгода стал вратарем. Где-то через полгода, через год где-то так. Почему? Ну, мне сначала было интересно, какая форма вратарей, поэтому. Вызов в юниорскую сборную России еще не гарантирует постоянную прописку в составе национальной команды, но вселяет веру в собственные силы и возможности. Значит, не зря работали и выбран правильный путь. Подтверждают это и более опытные воспитанники уфимского хоккея. Конечно, это знаковое событие, потому что Уфа – хоккейный город, и поэтому большое спасибо руководству, что они приняли этот турнир. Я, как узнал, сразу приехал. Мне очень нравится здесь игра команд, особенно нравится наша и американцы. Любой турнир в плане становления для любого мальчишки, тем более в таком возрасте, когда ты играешь за сборную России, ты приезжаешь, ты одеваешь майку, на которой герб России, это уже вдохновляет, у мальчишек распрямляются крылья. В юниорской сборной России серьезная конкуренция. В составе есть даже олимпийский чемпион Иван Мирошниченко. В других командах встречаются игроки, которые выступают со взрослыми коллективами. Например, Симон Эдвинсон из Швеции. Поэтому турнир 5 наций среди юниорских сборных вправе считать смотром ближайшей перспективы крупных хоккейных держав. Артем Кочешев, Роза Хабибулина, Александр Усманов, Шамиль Каримов, Владислав Минязев. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Будет интересно, не пропустите. До встречи в следующее воскресенье.